Здравствуйте, уважаемые телезрители! В рамках общественной кампании по продвижению нашей идеи по сохранению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии у нас историческая программа, поводом которой послужило мое прочтение статьи Владимира Кузьмича Абрамова, который тоже член нашей инициативной группы и один из, так сказать, основных исследователей темы реабилитации и репрессий, и сохранения исторических памяти и репрессированных. И вот он статью написал в этом году, называется «Борьба за власть в Мордовии на рубеже 80-х-90-х годов». И там часть статьи уделяется участию Василия Дмитриевича Гуслянникова, нашего правозащитника, а в прошлом первого президента нашей республики Мордовия, его участию в политическом процессе и демократическом процессе нашей республики. И вот я попросил Василия Дмитриевича начать наш рассказ об этом времени и о своей политической биографии с того, что он внесет некоторые коррективы в эту статью, которую Владимир Кузьмич тоже просил его откорректировать. Очень много материала можно рассказывать о том, что было в 90-х годах. Очень серьезных исследователей. Я только могу отослать книги бывшего вице-президента Мордовии Нарежного Владимира Павловича, который написал ее в 1995 году, и называется она «Мордоворот». Это солидное издание, к сожалению, оно не выпущено типографским способом, но в интернете давно размещено и больше 20 лет, поэтому многие ее уже читали. Вот я ее с удовольствием читал, там есть у меня определенные замечания, но я скажу, что самая верная и самая правдивая книга о том времени – это Владимира Павловича Нарежного. Всем рекомендую прочитать. Значит, что касается вот этой статьи Владимира Кузьмича Абрамова, я очень рад, что такая статья появилась, потому что я считаю, что чем больше мнений, тем лучше. Пусть народ выберет себе информацию и сделает вывод из разных источников. Но при этом врать не надо только. Поэтому у меня есть определенные замечания к этой статье, и сам Владимир Кузьмич просил меня высказать свои замечания. И вот буквально вчера я потратил свое воскресенье для того, чтобы эти замечания написать. А написал я всего одну страничку, но зато внимательно покопался в своей памяти и в тех словах, что говорят те или иные люди вот из данной статьи. Сам я старался всегда говорить правду, и сейчас я свою точку зрения выскажу. Ну, во-первых, я очень рад, говорю, что такая статья появилась, потому что для многих это открытие, а для меня открытие, хотя не многих там таких шагов, которые все у него новые, а некоторых. То есть я с удовольствием прочитал там фрагмент из воспоминаний Сергеенкова, бывшего в свое время в конце 80-х в Саранске вторым секретарем горкома КПСС, который рассказывал о том, как они попытались критиковать первого секретаря обкома партии Березина, и что из этого получилось. Ну вот мне еще просто захотелось или увидеть материалы в развитии тех событий, о которых пишет Сергеенков, потому что когда бывший председатель горосполкома Мартынов покритиковал на пленуме обкома Березина, то это можно было сказать героизм в то время, даже когда была объявлена перестройка и в Москве поддерживали такие критические замечания, а на самом деле Мартынов выступил-то против Анатолия Ивановича Березина именно с критическими замечаниями, которые имели место быть, о том, как подбирались кадры, как вообще велась партийная работа. Ну, он был не партийным работником, а советским, поскольку был председатель горосполкома.
Ну и тут Сергеенков в своих воспоминаниях пишет о том, как Березин Анатолий Иванович поручил ему и другим людям задушить такую, можно сказать, волну, которую погнал Мартынов, и дискредитировать его, смешать его с пылью и, в общем-то, сделать так, чтобы больше не выступали никакие критические замечания. А за это обещал его взять в обком. Может быть, там политика такая была, кто, как в том анекдоте, вызывает директор предприятия начальника отдела кадров и говорит: найди молодого, способного, умного, который способен меня заменить, и немедленно уволь его. Так и здесь. Если где-то появлялась опасность, что появился умный человек, который может заменить первого секретаря, то его отправляли на повышение в Москву, как у нас тут и было такое. Значит, что касается этой статьи. Ну, во-первых, я еще раз говорю, что спасибо большое за хорошие исследования и за то, что эта статья опубликована и стала доступна, если не широкому кругу людей, то хотя бы историкам, которые могут по ссылке найти ее в интернете и почитать. Ну, я просто еще раз настаиваю на том, что хороший историк, хороший исследователь не должен пользоваться шаблонами, а должен пользоваться только первоисточниками. Ну, я уже устал за эти 30 лет доказывать, что я не верблюд, что я никогда не носил белых кроссовок или кедов, про которые все говорят. Даже тут недавно интервью давал журналисту вечернего Саранского. Он мне говорит: да я сам об этом читал. Я говорю: читать ты, конечно, мог. С подачи Ивана Ивановича Келлина, который в то время возглавлял газету «Мордовия», у которой было задание смешать с пылью первого президента Гуслянникова, невзирая ни на что. Поэтому писали всякие домыслы во многих номерах газеты «Мордовия», и все их читали. Ну, правда, не все читали. То, что я потом несколько исков выиграл, в том числе и у Келлина Ивана Ивановича, который мне через бухгалтерию перечислял моральный вред. И у Бирюкова тоже. Вот. У Бирюкова это отдельная песня. Бирюков проиграл мне 1 миллион. Правда, 1 миллион тогда это была всего месячная зарплата. Ну, все-таки. Мне важно было через суд доказать, что это вруны и клеветники, и я это доказал. А Бирюков был председателем Верховного Совета. Председатель Верховного Совета – первое лицо в нашей республике. Так вот, в самой аннотации Владимир Кузьмич Абрамов пишет опять тоже клише о том, что падение авторитета в 1992 году привело к тому, что в конце концов в 1993 году Гуслянников утратил президентскую власть. Да нет, не из-за этого, что падение авторитета было. Да и не было падения авторитета. Да и никто не замерял его. Не было тогда ни соцопросов, ничего. Это сейчас тут каждый день полно всяких компаний, которые могут вам за деньги замерить авторитет, провести соцопрос и все прочее. И когда Владимир Кузьмич Абрамов говорит об этом, я ему говорю, что не было этого, поскольку у меня есть документ. А документ это простой. В декабре 1992 года мои сторонники, Демократическая Россия, которая меня и выдвигала, которая меня и поддерживала, и никогда она ко мне в оппозицию не была, они в декабре написали письмо, открытое письмо, которое, не знаю, было оно опубликовано или нет, но у меня оно в печатном виде есть, открытое письмо к президенту Гуслянникову и председателю Верховного Совета Бирюкову. Вот в этом письме там все и написано, в том числе и поддержка меня, как человека, которого избрал народ. Это вы ровно год в этот момент президент? Да, это год было моей работы. Угу. Ну, небольшое замечание по существу к Владимиру Кузьмичу о том, что я не был главой демократической инициативы, поскольку демократическая инициатива – это первое неформальное объединение, именно неформальное, поскольку у нас не было никого из руководящих работников.
Это 2 десятка инженерно-технических работников нашего НПО силовой электроники и НИИ и завода электровыпрямитель, которые собирались в красном уголке Дома управления на юго-западе и решали вопросы перестройки. То есть мы работали именно после работы в ключе той гласности и перестройки, которую провозгласил на то время лидер КПСС Горбачев. И поэтому вот у нас была неформальная организация, поэтому нельзя сказать, кто там был председатель, или зам, или секретарь, или как угодно. Поэтому я не был в демократической инициативе лидером. Но это вы скромничаете. Нет, более того, я пришел не на первые заседания. Там были другие люди, о которых правильно пишет в своей вот этой работе Владимир Кузьмич Абрамов. Это я давал интервью, и я рассказал, кто были зачинателем. Это именно те люди, которые работали и на выпрямителе, и у нас в институте. В институте это Виктор Еряшев или Владимир Трошкин, и те люди, которые работали на выпрямителе, это Владимир Авксентьев, там Тамара Тюрина и другие. Значит, далее, по ходу. Ну, одна просто описочка. В одном месте судья Гришина правильно было написано, а в другом случае написано Гришанина. Да. На самом как деле правильно? это была судья Гришина, о которой говорится очень подробно в справке. Той справке, которую проводила Центральная контрольная комиссия, а раньше это комитет партийного контроля. И те все, которые накопали вот этот материал о злоупотреблениях Анатолия Ивановича Березина, в результате чего потом Анатолий Иванович Березин был исключен в июле 90-го года из рядов КПСС. А эта судья помогла ему осудить того, кто на него написал письмо. Судья не просто помогла, а судья выполнила просто заказ. Тогда ведь так было. Всем в стране ведала КПСС. Даже в Конституции была 6-я статья, которая говорила, что КПСС – это руководящая, направляющая партия в нашей стране. И без нее ничего не решалось. И хотя у нас назывался Союз Советских Социалистических Республик, у нас у власти были не советы, у нас у власти были парткомы, и в каждом районе был свой первый секретарь районной организации, который ведал всеми вопросами и отдавал приказы всем председателям райисполкомов. Так и здесь. Поэтому команда была, и судьи находились под пятой у партии, и поэтому все вопросы эти решались очень просто. Судья получал заказ, выносил решение, законное или незаконное, никого это не волновало. Раз приказ партии пришел, его надо выполнять. Кто не выполнял, тех просто уничтожали, выгоняли, как угодно. И там еще в версии написано, что даже как бы намек на то, что КГБ сфальсифицировал почерковическую экспертизу, чтобы обвинить дочь там, или я там, понял. внучку. Да. Я говорю, что Значит, эту КГБ статью... даже под контролем была у первого секретаря. Конечно. Вопрос в том, что просто любому человеку, который интересуется историей, а я думаю, таких очень много, захочется лично прочитать эту статью, и ее надо прочитать. Да, интересно очень. Далее, на странице 8, там прописано, что Учайкин освобожден в начале 91-го года, вернее, там написано, что Учайкин освобожден в декабре 91-го года и сложили полномочия перед вновь избранным президентом. Да. Этого не было. Почему? Потому что Причина не обозначена. Учайкин еще в начале 91-го года освобожден от занимаемой должности председателя Совета Министров под давлением горкома КПСС. Тогда еще партия действовала, она не была запрещена. Саранского. А коммунисты города Саранска и горком КПСС выступил именно потому, что Учайкин был связан с нападением на меня как депутата, который должен был огласить доклад о злоупотреблении высших должностных лиц
Этот доклад был подготовлен, там в нем указаны очень многие фамилии. Для того, чтобы они не прозвучали на Верховном Совете, был сделан заказ о нападении на меня. Но заказ вовремя не был выполнен. Накануне сорвался. Да, я сделал этот доклад, а уже избили комиссии. меня на следующий день, чтобы отработать то, что обещали. Магазин, им, чтобы получить... пивной ларек да. там и прочее, прочее. Угу. Поэтому Учайкин освобожден в начале 91 года под давлением горкома КПСС в связи с нападением на меня 26 декабря 91 года. А вот вместо Учайкина пришел председателем правительства был назначен Паулов, который, к сожалению, попал в аварию автомобильную при поездке в Москву, и он не смог исполнять свои обязанности, и исполнял обязанности главы правительства, первый зам в 91 году, это Михаил Федорович Ковшов, который был одним из кандидатов на пост президента тоже. Тут отдельная песня. На странице 9 Бирюков врет просто по поводу сбора мною голосов поддержки. Он говорит, что он настоял на том, чтобы меня зарегистрировали, да, поскольку я не успел сдать положенные 10 тысяч голосов. Я это объективно говорю, что это просто вранье, потому что единственный из всех кандидатов, у которых были честные собранные голоса, это у нас 12 тысяч. Мы собрали меньше всех, но зато потом мы набрали голосов больше всех. Поэтому я был и являюсь сторонником отмены сбора голосов. Достаточно только выдвижения партии, и на этом достаточно. Дальше народ сам сделает выбор. Вот, например, как сейчас на Украине. Там нормальная демократия. Сколько там? 39 кандидатов на здоровье. Во второй тур выйдут двое, и пусть посоревнуются. И там даже двое хотели отказаться от участия, а им говорили, нет, уж если зарегистрировались. Ну там да, там закон такой, что раньше, чем за неделю, уже нельзя сниматься. Поэтому закон надо исполнять. Поэтому на странице 9... То есть вы в сроки уложились? Конечно. Да? Мы собирали подписи, живые подписи, ходили по квартирам, ходили по улицам, собирали по паспортам, все записывали. У нас сами тоже ходили? Честные подписи. Я и сам приносил всех своих знакомых на работе, собрал такие списки. То есть это все законно. Есть такие кандидаты, которые представили там и 15, и 20 тысяч голосов, а в результате потом набрали 7 тысяч на выборах всего. Почему? Потому что эти подписи собирались под давлением. Вот ведомость на зарплату, а вот листок для подписи в качестве кандидата. Пока не подпишешь тот листок, не получишь зарплату. И этим действовали. У всех был административный ресурс. Там же были все члены обкома, мои соперники. Макаркин, Ковшов, Меркушкин, да, Бирюков. Да, у каждого. Сорокин был дальше, да. Гусляник. И еще этот секретарь обкома тоже был, забыл. Ну ладно, ага. Вот. И у каждого был свой административный ресурс. Вот. Что касается вот сбора подписей, поэтому самые честные подписи это были у нас. Дальше. Теперь, спад в Мордовии в промышленности, в сельском хозяйстве был ниже среднероссийского. А в сельском хозяйстве у нас вообще был прирост. И свой провал в 1994 году Бирюков пытается возложить на меня. Это просто, ну, таких нематерных слов подобрать невозможно. На странице 10. Там Владимир Кузьмич пишет о том, что я утратил поддержку даже многих своих сторонников. Вы уже привозили документ. Я уже говорил об этом, что у меня есть документ, я не утрачивал такого доверия и нет доказательств этого. Не в курсе был, видимо. Далее, по поводу дотаций. Мордовия получила дотации, хотя Владимир Кузьмич пишет, что там дотации не давали. Просто вопрос в том, кому давали и сколько. Ну, это примерно как сейчас в нашей стране. Костромской области могут дать миллиард, а Чеченской республике могут дать 20 миллиардов.
Это уже, как говорится, по желанию правительства. Да. Так и тогда. Давали кому? Давали своим. Все руководители других регионов, практически все, были бывшие первые секретари обкомов. Поэтому я всегда привожу пример. Спиридонову в Коми Республики, который являлся главой Республики Коми, дали 208 миллиардов, а Мордовии, где Гуслянников был избран народом, но не был первым секретарем обкома, дали всего 2 миллиарда. Почему так произошло? Ну, только потому, что 95% аппарата президента сидели еще со времен Брежнева. Это бывший аппарат ЦК. На Старой площади все те чиновники, которые сидели при Брежневе, сидели и дальше. Я это сам воочию видел, когда ходил по коридорам, собирал подписи под... Тогда было принято заключать совместные договоры, как я говорю, между пальцем и организмом. Вот Татарстан заключил договор с Москвой, там, вот и Мордовия заключал договор с Москвой. Ну, целый месяц ходил на согласование документ, такой договор о сотрудничестве между Мордовией и Российской Федерацией. И когда там невозможно было, 2 подписи не хватало, я взял этот документ просто у них, забрал его и отдал лично в руки Борису Николаевичу Ельцину на встрече, которая состоялась летом 1992 года, и тогда указ был сразу подписан. Поэтому вот так можно было решить только такие вопросы. Что касается, значит, вот то, что вот эти деньги распределялись неравномерно, это просто говорит о том, что коррупция как процветала еще при КПСС, так она и продолжала на Старой площади процветать. И поэтому вот Коми Республике дали 208 миллиардов, а Мордовии дали 2 миллиарда. Но одновременно надо сказать, что с такими мизерными дотациями по сравнению с другими, Мордовия была в числе середняков. Об этом можно делать отдельную передачу, но я могу сразу сказать один показатель, что по средней зарплате даже в Приволжье хуже нас были и марийцы, и чуваши, а сейчас мы одни из самых последних во всей Российской Федерации. Далее, по поводу того, что падение авторитета. Я еще раз говорю, что никто не замерял падение авторитета у меня, а отношение ко мне большинства членов Верховного Совета Мордовии изначально было враждебно ко мне, потому что наш Верховный Совет формировался совершенно по антидемократическому принципу. У нас 130 депутатов из 175 в Верховном Совете были избраны по безальтернативным округам. То есть один из одного. И все это были первые секретари райкомов, первые председатели райсоветов, предрики. Раньше можно было совмещать должности депутата и исполнительной власти. Поэтому в Верховном Совете там больше половины депутатов просто люто ненавидели меня, потому что я был для них белой вороной. Ну и потом, потому что я часто выступал на заседаниях Верховного Совета именно с противоположным мнением. А почему на безальтернативных? Тогда закон позволял. Да? А да, люди боялись им составить года. конкуренцию в их районе? Да там не так просто было выдвинуться. Зарегистрироваться Для боялись. того, чтобы выдвинуться в Верховный Совет, надо было собрание целого трудового коллектива предприятия. И если меня выдвинули у нас на предприятии НПО силовой электроники, то на других предприятиях без согласования с партией невозможно было выдвинуть кандидата. Даже провести собрание такого было невозможно. На этом стояли, на страже этого стояли партийные органы. А почему у вас такое смелое было? Коллектив, предприятие? А вот этот вопрос как раз, когда началась перестройка, у нас довольно грамотная интеллигенция, у нас, можно сказать, в НПО силовой электроники там 90% людей с высшим образованием, и довольно много было даже кандидатов наук.
А я считаю, что техническая интеллигенция, она была впереди планеты всей в то время. Ну, как пример даже взять Сахарова. Сахаров был, это наше знамя в Москве, и мы равнялись на него как могли. Поэтому у нас в НПО силовой электроники Совет трудового коллектива был довольно боевой. А у вас к оборонно-промышленному комплексу это относилось? Ну да, у нас больше половины там мы работали на оборонку, поэтому предприятие в 90-х годах одно из первых начало рушиться, потому что денег не хватало, на Министерство обороны мало давали денег на заказы, и поэтому не стало заказов, не стало производства, и не стало разработок. Может, поэтому вас и боялись подавлять, потому что у вас финансирование шло из Москвы, а не от регионального уровня, поэтому вы Нет, от них тут не зависели. финансирование было, может быть, даже не настолько напрямик, сколько заключали договора там по различным главкам и прочее. Но вы были финансово независимы от области? Да нет, я не думаю, что Из-за это были этого, да? причины. Причины были в другом. Просто подобрался там Дружный народ, коллектив. да, дружный и посмелее. Мгм. Далее, на странице 11, вот мне кажется, Владимир Кузьмич должен внести поправки. Он там пишет о том, что вот все СМИ там напали на меня. Не было такого, не все СМИ, а только одна газета «Мордовия», которую возглавлял Иван Иванович Келлин, а учредителем был Верховный Совет во главе с Бирюковым. Потому что другие газеты взять, и «Советская Мордовия», в дальнейшем это «Известие Мордовия», и «Республика молодая», и к тому времени уже оперившиеся газеты «Столица С» и «Вечерний Саранск», и «Саранские вести», самое главное, это вот народная газета, которая была учреждена в период перестройки, они все писали нормально и взвешенно. То есть вот вас в основном критиковала одна газета, Конечно. и причем суд потом доказал, что в этих статьях была клевета. Конечно, конечно. Да? У меня выиграно более десятка исков. Там ведь не только Иван Иванович по материалам публиковал. этой газеты, да? Да, то там публиковали журналисты. Более того, я понимаю даже тех журналистов. Им выкручивал Иван Иванович руки, он заставлял их писать клевету. Вот о чем речь. Угу. Далее, на странице 14 написано там, что Конституционный суд Мордовии вот, подвел итоги там и признал законным упразднение поста президента. Тут надо написать таким образом, основываясь на документах. Конституционный суд Мордовии принял документ о нарушении порядка введения в действие закона об упразднении поста президента и вице-президента. То есть надо написать честно, нет такого закона об упразднении поста президента, а есть законопроект, Потому что он был который не до подписан сих пор и является президентом. законопроектом, потому что в нарушении Конституции, действовавшей на то время, любой законопроект должен был быть направлен на подпись президенту. Без подписи президента это не закон, а законопроект. Об этом очень хорошо сказано. Есть такая замечательная книга, вышла недавно буквально, «Особые мнения судьи Кононова». Судья Кононова – это был член Конституционного суда Российской Федерации в 1993 году. И вот в этом сборнике, замечательная книга, в этом сборнике есть как раз его особое мнение, которое в то время даже публиковалось. Тут все по полочкам разложено с юридической четкостью, почему в нашей республике Мордовия до сих пор действует как закон, законопроект. Потому что даже карманный Конституционный суд Мордовии и то принял документ, в котором написал, что по порядку введения этот закон был нарушен. Это То есть его подписал сам Бирюков, который на то не имел никаких полномочий. Это решение Конституционного суда от августа 93 года. Это август 93 года. И вы мне рассказывали, что если я бы... буквально скажу два слова, что многие газеты потом ехидно писали,
что этот Конституционный суд оказался Конституционным судом одноразового пользования. Он сделал свое дело, и через несколько месяцев он был упразднен за ненадобностью. Да, и вы рассказывали, что Да. если бы вы бы не согласились с этим законопроектом, потому что вы уже понимали, что он был антиконституционным, и тогда Верховному Совету нужно было набрать более 2/3 голосов, а это уже было... Да, с точки зрения закона возможен был такой вариант. Могло Но и они не набраться пошли голосов. на этот вариант. Почему? Потому что они уже в апреле 93-го первый раз еле-еле выкрутили руки 2/3, чтобы набрать. Хотя я говорил о том, что 130 безальтернативных кандидатов из 175 это уже мои враги. Но и то люди понимали о том, что это беззаконие, и такие в дальнейшем крупные политики, как Владимир Дмитриевич Волков и Николай Иванович Меркушкин, они воздержались при голосовании. Но были человек. даже и те из первых секретарей райкомов, которые голосовали против. То есть поддержали меня, потому что они видели, что это беззаконие. Дальше. Я просто к тому, что вот когда историк пишет такие эпохальные вещи, он должен внимательно опираться именно на факты, а не на чьи-то там домыслы и все прочее. Далее, и в конце концов дано неверное заключение по поводу того, что вот правительство было слабое, оно не справилось, и поэтому, мол, оно пало. У нас было лучшее правительство и лучшие результаты и до, и после. Мы были, я подчеркиваю еще раз, в середине регионов. Об этом говорит данные Госкомстата. У меня вот здесь вот есть вот такой толщины ежегодник, в котором есть сравнение по регионам. Его можно открывать, историкам изучать и делать на этом шикарные статьи, в котором приводить сравнение. Еще раз подчеркну, что самая дешевая колбаса в октябре 1992 года была в Саранске. По уровню зарплаты мы были в середке. По падению промышленности у нас было падение меньше среднероссийского. А в сельском хозяйстве вообще был прирост и небывалый урожай, когда мы впервые перешагнули миллионный рубеж. Это еще тогда. Ну вот, все я, что сказал по этой статье. Еще раз хочу сказать большое спасибо крупному историку, доктору исторических наук Владимиру Кузьмичу Абрамову за эту статью, которая, я думаю, всколыхнет наше мордовское болото. По этому поводу, я думаю, будут и еще публикации. Но просто я еще хочу пожелать всем тем, кто будет писать потом, чтобы не писали о том, что у нас некомпетентное правительство, что Гуслянников ходил там в белых кедах и все прочее. В джинсах и в шлепках. Не было Джинсы такого? я вообще не носил, шлепок тоже не носил. У меня были замечательные венгерские кожаные ботинки стоимостью 32 рубля. А тогда при СССР 32 рубля это примерно треть минимальной зарплаты инженера. И купить их было не так просто. В Москве Почему купили? они белые? Ну просто черных не было, поэтому мне достались белые. Купили в Москве. Я сейчас не помню, где купил, но в Москву ездил в том числе и за сосисками, за апельсинами, и за маслом сливочным, и даже за вином, поскольку здесь только был солнцедар, наверное, вот по рубль-две и все такое. Что касается вот возможностей работы нашего правительства, я просто не удержусь, скажу еще несколько слов. Я буквально прошел в памяти по нашему правительству, а, кстати, приближается 30-летие того момента, когда в Мордовии появились ростки демократии, и я думаю, нам просто необходимо это дело каким-то образом отметить. Мы тут соберемся и подумаем, как отметить. Может быть, даже организуем какой-то митинг, вспомним старину, где можно было смело сказать о том, о чем ты думаешь, и чего не каждая газета сможет опубликовать. Ну, а что касается правительства, ну, пройдем, начиная с вице-президента Владимир Павлович Нарежный.
замечательный человек, очень трудоспособный, работоспособный, кандидат геолого-минералогических наук, можно сказать, отец-основатель экологии и первой кафедры в Мордовии экологии. Он ее образовал и возглавил. В дальнейшем, когда нас разогнали, он с успехом работал, возглавлял эту кафедру, потом был профессором на этой кафедре. У него более сотни печатных работ. И который написал замечательную книжку, о чем я уже сказал, «Мордоворот», поэтому всем рекомендую ее прочитать. И можно ее брать за первый источник, потому что там вранья нет. Далее, Гармашов Александр Владимирович. Этот человек был первым заместителем главы правительства, а в нашем правительстве президент исполнял обязанности главы правительства. Поэтому в целях экономии у нас и был один аппарат. Аппарат президента, он был одновременно и аппаратом правительства. И по численности он был нормальный, гораздо меньше, чем потом. То есть мы экономили на всем, не раздували ничего. И должностей у нас лишних не было. Поэтому и заместителей у меня было немного. Один первый и несколько других. Взять Есякова Александра Яковлевича. Это был самый молодой министр экономики, 28 лет. Но зато он с хорошим образованием, он кончил Ленинградский финансовый институт, и в то время он работал финансовым директором на Лисме. Объединение Лисм – это наша, а может быть тогда еще Светотехника называлась, я сейчас не помню. Одним словом, этот человек настолько способный, настолько трудоспособный, и то, что его Мордовия изгнала потом вместе с моим правительством, это большая ошибка. Пенза подобрала его, и с большим успехом он возглавляет Пенза-Энерго там длительное время, и работает в Пензе на благо нашей страны, и уже второй созыв является депутатом Госдумы Российской Федерации от Пензы. И в том числе благодаря нему, вот вы говорили, что бюджет Мордовии был бездефицитным, потому что именно Министерство финансов отвечает за бюджет. Я не могу сказать, что благодаря ему, может быть даже благодаря тому, что коррумпированные чиновники в Москве нам не давали дотации, как другим, поэтому мы были бездефицитными. Но мы, говорю, выжили и жили неплохо с точки зрения зарплаты и цен. Но вы могли в коммерческие кредиты залезать, банковские? Нет, но не залезали. Это просто безобразие. Это любой человек, вот, который сейчас ко мне приходит, есть такие, которые влезли в кредиты и потом не знают, что делать. Человек должен жить посредством. И сами начинают обвинять банки, что те им навязали. Ну, с другой стороны, я не буду защищать наши банки, которые во время СССР имели маржу 2-3%, то сейчас имеют не меньше 6%. То есть, если я несу им туда свой вклад, они у меня берут его под 6%, а если они дают кому-то кредит, то они дают под 13%. Вот эта разница называется маржа. Но у них есть неплательщики. У них есть неплательщики. А чтобы не было неплательщиков, надо не всем давать. А надо давать тем, у которых есть возможность оплатить. Для этого надо вникать в того клиента. А это проще всего. Раздать сначала, а потом требовать с кого-то. Далее я перехожу. Всех обругали. Да. Нет, не всех. Только некоторых. Ладно. Авксентьев Владимир Леонидович. Этот человек был заместителем главы правительства по промышленности. На самом деле, как говорят, одна из самых расстрельных должностей в то время. Потому что промышленность рушилась везде, во всем бывшем СССР, и продолжала рушиться уже в Российской Федерации, продолжала рушиться в Мордовии. Мы уже говорили, от чего это? От того, что резко уменьшилось количество заказов. Люди могли произвести продукцию, но не могли ее продать, у людей не хватало денег. И вот этот коллапс, он был во всей стране и в то же время был в Мордовии. И как мы выходили из этого положения, большая заслуга в этом Владимира Леонидовича. Это честный и трудоспособный человек, к сожалению, он недолго прожил, и где-то лет через 10 после того, когда нас разогнали, он умер. Далее, Тюрина Тамара Васильевна. Тюрина Тамара Васильевна была в свое время избрана депутатом СССР, причем
избрано демократическим путем, ведь это мы, можно сказать, сделали так, что при первом голосовании призвали народ, и народ проголосовал большинство против всех, для того, чтобы организовать второй раз выдвижение и новые выборы, куда мы смогли потом провести Тюрину, поагитировать за нее, и она стала победителем. Это была, если не полная, то хотя бы половинчатая демократия, которая, к сожалению, потом быстро умерла. Так вот, Тюрина Тамара Васильевна очень эффективно работала и в комиссии по законодательству СССР еще тогда, парламента СССР, вот, и потом в нашем правительстве она была заместителем по социальным вопросам. Ну, я просто не нахожу тех комплиментов, их очень много, в отношении Тамары Васильевны, потому что, ну, во-первых, очень умный человек. Она золотой медалью кончила школу, с красным дипломом кончила вуз, пользовалась авторитетом у себя на работе на электровыпрямителе и очень хорошо работала в нашем правительстве. Да так хорошо, что даже потом Николай Иванович Меркушкин пригласил ее в Верховный Совет, или в Госсобрании уже стало это называться, и она длительное время работала заместителем председателя Госсобрания по социальным вопросам. Далее, Виноградов Олег Александрович. Это кандидат физмат-наук, один из самых опытных людей в нашем правительстве. На то время возглавлял Министерство образования. Очень много критики было в его адрес, особенно со стороны национальных кадров. Я только не понимаю, а на каком основании критиковать? За год работы Виноградов Олег Александрович получил 2 благодарности от министра образования Российской Федерации. За год работы. Люди десятилетиями работают, не получают, а это за год 2 благодарности. Можно ему поставить еще в успех и то, что при нем были изданы первые учебники на ирзянском и макшанском языках. До этого учебников таких не было. Ну вот националисты нападали на него, что, дескать, вот он русский, а министр образования. Ну, надо отметить, при формировании правительства, я честно вам скажу, как на полиграфии, что не обращал внимания, кто какой национальности. И многих я не знал и не знаю до сих пор, кто какой национальности. И считаю, что это дело второе. Главное, чтобы был человек грамотный, честный, справедливый. Далее много хороших слов мне хотелось бы сказать о Машкове Юрии Ивановиче. Машков Юрий Иванович возглавлял у нас Министерство здравоохранения. Надо отметить, что 3 министра были избраны по конкурсу у нас. Это впервые было в практике такой. Было несколько кандидатов, которые высказали свою точку зрения на развитие министерств. То есть вот этот проект свой предложили, и уже комиссия, которую возглавляла Тамара Васильевна Тюрина, отобрала и сделала министром культуры Юшкина Юрия Фроловича, вот министром здравоохранения Юрия Ивановича Машкова и министром образования Олега Александровича Виноградова. И я считаю, что это был правильный наш выбор. А по Машкову Юрию Ивановичу, ну, он доказал. Трудно ему было, пришлось, после того, когда нас разогнали, он работал и зам главного врача в орбите, и длительное время возглавлял фонд медицинского страхования, это такая крупная федеральная структура. Ну, его потом незаконно оттуда заставили покинуть этот фонд. Но он год бодался в суде и доказал, что он честный человек. И сейчас он на хорошем счету, вот он первый зам в фирме ВАТ, работает с успехом, федеральная структура такая. Вот. Поэтому то, что я рассказал, говорит о том, что у нас было замечательное правительство. Прервемся. Конец первой части.